Испытано на себе. Друзья, забегая вперед, хочу сказать, что сегодня была самая лучшая рыбалка вообще в моей жизни по количеству пойманной мною лично рыбы. Сколько я уже живу в Якутии, времени, 6-й год пошел, и, казалось бы, здесь вот едет на рыбалку. Но я не особо сильно любитель, но вот, тем не менее, ни разу мне не удалось попасть на такую рыбалку, где вот прям вот ловится и ловится. А сегодня она была. Друзья, мы находимся в поселке Идяй. Это где-то 300 километров вверх по Лени, в сторону Ленских столбов, за Ленские столбы, за реку Синяя. Мы добрались, вода обмелела, мы добрались по берегу на машине до сюда. И вот вчера был праздник. Здесь русская деревня в Якутии. Вчера был национальный русский праздник. И вот с местными, можно сказать, у меня мой проводник Николай привез меня, его сын Гаврил Владимир Владимирович, хозяин. Сейчас везет нас на рыбалку. Сегодня будет у нас рыболовный выпуск. Стараемся что-нибудь поймать. В этом году еще ни одной щуки не поймал, ни одного окуня, вообще ни одной рыбки. Поймаем? Гаврил, как думаешь, да? Обязательно? Конечно поймаем. Ну такие красавицы. Ну, Конечно поймаем. должны поймать. Встали пораньше, не выспались очередной день. Но ничего, да? Нормально. Все, мы оставляем папу. А, нет. Запрыгнул. Ой, держись. Мы находимся на реке Лена. И вот сейчас плывем на острова. Здесь протока. Фарватер там, в той стороне. О, сразу течение нас уносит. Все, приехали. Это мы напротив деревни, наверное, обратно, да, вернее? Такое расстояние долгое. мотора. Добрались. Полчаса где-то мы шли. Я попал в зыбучие пески. Что мне делать? Удочку сейчас дадим тебе и стой. Ну и рыбать. Ну. Куда тебе уходить? Хорошее место. Живой! Все, рыбаки сразу пояснить. Такая песчаная пустыня, прикольно. Мы на фарватер вышли, вот здесь основное течение идет. Там, где село, там протока идет. Ну, Гаврил нашел себе уже купальню. Бассейн на острове. Что, холодная вода? О, да, прохладненько. Ух, нашел странную штуку. Вот этот жук, он здесь вот валялся, вот так на песке. Никак не мог перевернуться. Я его решил. Я его поднял, он опять перевернулся. Я решил его отнести на влажный песок. Дальше, думаю, сам разберется. И нашел очень странную вещь. Вот. Видите, это прям кладбище жуков таких. Они вот в такой линии. Вон они, вон сколько. Ползи.
Есть же жуки, вот они. Здесь сколько мертвых. О, наконец, первый улов. Красавчик. Сколько? 5 минут? Да. Я даже удочку не успел расчехлить. Он проглотил здесь. Буду вытаскивать. А, Красотишки. а есть они, да? У меня есть такие угловые. Нифига тут. Есть, да, угловой? Угу. Давай угловой. Пойдем сейчас лодки покидаем. Давай я на капот пойду. Подснимовка. Сейчас протестируем, давай, нажми сейчас. Вот. Отъезжаем, дедушка. Тут остается, будет здесь рыбачить. А мы пошли. Владимир Владимирович ловит на катамаран. Это такой плот в форме катамарана, к которому привязаны блесна. И вот он ее запускает, кидает и идет вдоль берега с ней. О, этот уже поймал рыбку. Не, она сошла. Ушла. Я натяжение есть. Подожди, сидит. Натяжение есть. О, зачем ты дернул-то? Блин. Надо вот так его вытянуть. Конечно, потихонечку. Давай, Потихай, потекай. потихоньку. Ну до конца намоти. Ну давай, Намотай до конца. намотай. Намотай до конца. До конца намотай. Ой, пуши меня. Вот она. До конца, потихоньку. Тихо. Поводи ее по кругу, чтобы она упала. Так вот. Осторожно, у нее это курбики. Сорвал? Блин. Надо мне научиться с лодки. Я, оказывается, в Якутии ловил только с берега. Так вот вытягивал. А с лодки мы в Питере ловили. Подсак всегда у нас был с собой. Раз, второй помощник достает подсак, вытягивает. А так, оказывается, надо убить еще Вытаскивать. руками с бортов. Резкое включение у нас окунь. Поводи ее, поводи. Поводи. Сорвал. Коля, хорош. Держи ее крепче. Вдарь как следует. Отпусти этот самый, чтобы сюда сейчас. Давай. Вот этот катамаран. Вот на нем блесны висят, и вот он плывет. И получается, сколько тут? 3 блесны. Владимир Владимирович поймал одну, но где-то оставил на берегу, пока шел. Мы сейчас пытаемся найти. Оводы просто достали. Ну, как бы уже привык, в принципе, внимания не обращаю, но... Вот на такую вертушечку. Получается, я поймал 3 окушка и 1 щуку, но ни одной из них не вытащил. Это кто? А, щука жирает что-то. Как будто бы не узнал со спины. Это щука. Ты умеешь вот так вот? Прикинь. Смотри, вот так умеешь? Встань и постой. Так, понимаешь, и сразу оводы начинают кружить вокруг тебя. Готовые сожрать. О! Вот это. Здесь проще. Кушок. Здоровяк. А, я, кстати, на этот закидал. Ну, попробовал сначала. Ладно, клади его, беднягу. Жалко. Кого? Здоровый такой. А кушать не жалко? Не, ну, зачем его мучить? Огонь. Выбираем, на что половим. Владимир Ильич, дайте совет. Сейчас, подожди. Как местный опытный рыбак. Ты свою рыбу тоже положил, да? Да. Это не цепляйка, по идее, для кустов всяких. Хотя она у меня на щуку нормально шла. Пятерка. Вот на эту попробуй. Это, да? Потихоньку шагай назад. Отходи. Крути, не останавливайся. Резко не дергай, просто крути. Потихонечку шагай. Шагай назад. Шагай. По берегу тащи. О, тихо. А, молодец. Цыку здоровый, хороший. А теперь вытаскивай. А? Крючок вытаскивай.
понимаю. Умеешь вытаскивать аккуратненько, так хац его туда? Сейчас знаю, как надо. Силикон хорошо пошел. Ё. А что это за рыба? Ух ты! Я даже не знаю, кто это. Я первый раз ее поймал. Это ясь? Обалдеть. Первый раз я поймал язя. Вот на силикончик. О, есть. Вот про тебя я и говорил. Тебя я и видел. Оп. Окунь. Ага, окунь. О, и у меня. Я первый раз такой вижу, что такая рыбалка активная на окуни. Ну, я слышал про это много раз. Ну, чтобы саму вот так вот. Ну. Что давно повторяешь? 3, да. 2. Устроим чемпионшип. О, что-то хорошенькое. Давай. Или кажется, что хорошенькое. А нет, сидит. Сидит тихонечко. Что же это? Щука, мне кажется. Как думаете? Или мощный окунь? О, здоровяк. Ух, какой. Обалдеть. Хорошенький. Щучка, наконец-то. Сорт Дон. Тихо. Тихо. Щучка. Ух, как она. Тихо, не прыгай. Не прыгай. Есть. Еще одна. Махтал. Поздравляйте, смотри, щучку. Давай. Уходи на берег. Тяни его на берег. Исследуем новое место. Здесь должны поймать крупную щуку. Вот так я чувствую. Ну все, рыбалка закончилась. Довольные, отловившиеся. Возвращаемся в деревню. Купавшийся. Будем готовить. Да, чистить будешь рыбу? Конечно, будем сейчас коптить. Коптить, чистить. Копченая солить, рыбка это вялить. просто... Приехали. Да? Я только что чуть не убрила, прям. Почти чуть не поймал. Ну что, отличный у нас улов. Сколько тут? 5 щук, окуней. Посчитайте быстренько. Ясь. 1 ясь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 окуней. Вообще. Как я сказал в начале видео, это действительно самая крутая моя рыбалка. Спасибо вам большое, что вот вывезли меня.
6-й год живу в Якутии, и ни разу я не попадал вот так, чтобы прям кидать, вытаскивать, еще там кидать. Сам я лично поймал, получается, 2 щуки и штук 7 окуней. И еще ясь, это вообще для меня впервые. Мне кажется, мало кто в Якутии езей ловит на спине. А? Много стало. Ну, все, давайте попрощаемся с нашими зрителями. Всем пока. Спасибо за рыбалку. Счастливо. Возможно, это видео выпущу самым первым, а потом будет серия еще про поселок Идяй. Идяй был праздник, как мы сюда добирались, и, возможно, как мы отсюда будем выезжать, и, возможно, что-то еще. Все, всем пока. Приехали. Да, еще же покажем, наверное, как мы будем готовить рыбу, да? Кстати, Точно, да. чуть не забыли. Мы, возможно, рано попрощались. Привет главному рыбаку. Откуда привязал клятки? Кирюха, не скучал без нас? Скучал. Скучал, мы тоже скучали. Вот Ты где мы. был? Там стоял, ждал, что ли? Я вот так вот выстрелите, а там, кстати, закрыто. Закрыто? Да. Почему? Да потому что баба закрыла. А, чтобы ты не выходил. Да нет, чтобы кони коровы не заходили. А ты как вышел? А я посуда была. Хитрец какой, а? Ты что кроссовки неправильно надел? Если гора не идет Кирилла, Кирилл идет к горе. Я угнал мотоцикл. Ла-ла-ла. Привет. Ну что, поймать мало, надо сейчас еще все это перечистить. Будем заниматься. Будешь помогать мне? Ага. Кирилл, да? Ага. Держи. Может? Только аккуратно. Нет, вот так вот держи. Все. Мой якутский нож. Все, давай чистить. Ну, наша рыба для копчения вот так вот мы их разрезали. Кусков и щуку также пополам, и потом вот такими вот открытыми будет. Вкусные. Да, Сами я лично. вчера так кушал, сосед угостил. Очень мне понравилось. У нас в деревне используются какие-нибудь благородные виды деревьев, типа вишня, груша, яблони. Я вот Колю спрашиваю, он говорит, где ты тут возьмешь? Тут не растет же такое? Ну, конечно. Поэтому мы используем тальник. Наверное. Тальник, в принципе, тоже можно, тоже пахнет. Листья зеленые, в принципе, тут можно что угодно в качестве специй натуральных. Как это назвать? Всё, процесс пошел. Накрывай. Ну вот, рыбка готова, сейчас она полежит, затвердеет, остынет и можно будет кушать. Ну, разложим сейчас, да, где-нибудь. Запах, аромат. Просто кайф какой. Здесь вот это особенно здесь большое мясо. Вот этот крючок я делал сам. Испытано на себе. Лучик, дай. Какая у тебя красивая шапка. Хочешь моим дня в очки? Очки дай. Очки на. Спасибо. Ну-ка покажись. Моднявый парень у нас. А, красавчик. Друзья, сегодня у нас 8 июля. Мы находимся в деревне Идяй. Это русская ямщистская деревня в Якутии. Вот мой друг Николай привез меня сюда к своим родным. Мы уже здесь. Какой мы день? 3-й день уже здесь. Уже были официальные мероприятия, праздник. Проходил 155-летие от Табанской почтовой станции. Музей поснимали. Порыбачили мы вчера отлично. И вот сейчас мы будем коптить пойманную вчера щуку и окуня. А так, в сегодняшнем выпуске мы просто поснимаем жизнь, быт в деревне, людей, которые здесь проживают.
Ну и просто отдохнем вместе с вами по-летнему. Сейчас вот температура там 30-35, не знаю, вообще очень жарко. Небо вообще солнечное, ясное. Круто. У меня есть деревня Воронежской области, я там всегда любил маленький отдыхать, но сейчас езжу очень-очень редко, и поэтому сейчас у меня такая особенная ностальгия побывать в деревне, здесь вот в Якутии. Здесь живут очень хорошие люди, хозяева дома. Владимир Владимирович и Елена Степановна Филиппова тоже. Вот такие мировые люди приняли меня очень гостеприимно, поэтому чувствую себя как дома. Это у нас Гаврил, начинающий блогер, помогал мне снимать тоже на наших мероприятиях. И Кирюха, у нас моднявый чувачок. Это дети Николая, такие вот два пацана. Вот так вот. Да. Запах какой пошел огня. Я сам костер вот здесь Как взял. вкусно. Процесс пошел. Накрывай. Ну вот, рыбка готова, сейчас она полежит, затвердеет, остынет и можно будет кушать. Ну, разложим сейчас, да, где-нибудь. Запах, аромат. Просто кайф какой. Здесь вот это особенно здесь большое мясо. Что, друзья, давайте немножко погуляем по деревне. Начнем отсюда, со Стеллы. Поселок по-русски говорится Едей. Да, а по-якутски пишется Йодей. Соответственно, находится он на берегу реки, вот на скалах. Видите, здесь такие скалы идут. Вот мы ехали, когда зимой здесь зимники, дороги по реке, удобно добираться до поселка. А так, пока вода еще большая, все добираются на лодке до Титаров, и потом уже оттуда едут в город, например, в Якутск, или обратно также. Но когда мы сюда приехали, вода сильно упала, поэтому мы смогли пройти по берегу. Вот оттуда мы пришли сюда. Эта небольшая речка называется Едейка. Как и здесь во многих местах, поселки называют по названиям рек. Или наоборот, ну, скорее всего, по названиям рек. Я захотел в такую жару искупаться в реке. Скупаемся и пойдем что-нибудь поищем в самой деревне. Здесь прямо под поселком, вот видите, еще лестница наверх в поселок. Мы чуть-чуть проехались. Здесь следы древних цивилизаций находят. Ну, вернее, они есть, все о них знают. Вот сейчас Коля мне специально сюда привез. Здесь много их по территории. Вот музей нам рассказывает, что здесь старые находки, орудия труда, орудия там стрел, наконечники. Вот. Здесь вот носорожек человеческим этим сулком. То есть подтверждение, что тысячи лет назад здесь люди жили. Вот это здесь он. Такое вот уникальное место. Ну, здесь везде поленья, кстати. Где иланка, там есть лоси, Да, нарисованы. там это Титары, там лоси тоже есть. олени. Ну, А это еще олени, бывает, да, когда какой-то косой дождь начинает идти, и это когда намокает, проявляется еще да, сильнее, она да? еще сильнее появляется. Вот сейчас потихоньку стирается, но она еще сильнее проявляется. Сейчас, когда намокает. Сейчас в июле начинается самое важное, одно из самых важных, по крайней мере, для людей, живущих в поселках, в деревнях, мероприятие — это сенокос. Иначе зимой просто не выжить скотине, и коровы, и лошади, все требуют сена. Поэтому как ты летом поработаешь, так ты будешь зимой кормить свою живность. И вот здесь угодья, ну и как мы во многих местах, сенокосные, они именно на островах.
Вот что для меня очень удивительно оказалось. Я привык, что в Якутии вечная мерзлота, колодцев нету. И, ну, как где мне попадалось, как правило, на зиму заготавливают лед кубами, как дрова. И вот этот лед потом колят, там он тает, и моются, готовят, пьют. А здесь, получается, 150 метров скважина сделана, да, пробурена. Чистая вода из-под земли идет на весь поселок из скважины. И вот здесь из-под крана у всех течет вода, как в городе. И плюс центральное отопление, оно сюда же завязано, на эту же воду, интересно. Котельная, отсюда же, да? То есть здесь центральное отопление в домах, и плюс еще центральное водоснабжение. Вообще здорово. Круглый год. Как мы поставили? А, 95-й год только, да? То есть это, ну, не в советские времена, а именно вот. Глава первый Никул. Он вроде бы это все сделал, насколько я помню. А, мне в музее рассказывали про него же, про, по-моему, или про кого-то, что он очень много сделал для поселка. Мы не покойник. Он почти как Брежнев, походу, сидел. Управлял до последнего. А говорят, нужна сменяемость власти. Если человек хороший хозяйственник, зачем его менять? О, открыто? Я думал, тут закрыто. Вот, работают насосы. Электричество тоже в деревне есть. Вот эта скважина оттуда идет, да, вода? Вот это туда, да? Бу. И она накачивает, да, в емкость. А, она просто вниз туда, пок, что-то там. Здорово. Вообще. Они обновили его тут, ага. То есть, получается, возможно во всех деревнях даже такое сделать, да? Пробуриться хорошенько, найти какую-нибудь скважину подземную. И пожалуйста. Летом вот все тут обогревается, зимой. Да, мы просто ставим, не будем. А? Подземные воды, если есть, конечно, любой деревне. Ну. Если есть. Ну, самое тут же скала же. Ты сейчас вот тут прокопаешь сантиметров 20. И скоро, ну, мы же на скале. Все, и все, камень. О, кстати, на край скалы. Я хотел по этой лестнице еще подняться, спуститься или просто пройтись. Ну, кто пешком, могут спуститься к воде, покупаться или к лодке к своей. Да, я не сказал, что, конечно же, здесь, как и во всех деревнях, которые находятся на воде, очень активно все занимаются рыбалкой. Вот у всех есть катера свои. Так здорово выглядят деревенские дворы, дома. У меня прям ностальгия. Здесь немножко по-другому, вот как-то чуть-чуть отличается, но все равно у многих деревень есть что-то общее. Но и много отличий. Представьте, как здорово здесь так жить. Пошел на реку, искупался, порыбачил. Зимой, конечно, по-другому все. Похолоднее. Возможно, еще сюда зимой удастся приехать. Друзья, очень важный момент, который мне здесь нравится в Якутии, по крайней мере именно в Якутии, потому что я путешествую по разным вот деревням, поселкам, и зимой мы ездили на север. Почти везде строятся новые детские сады и школы. И даже здесь, поселок вот на 300 человек жителей, вот сейчас мне примерно говорили, тут детей не так много. Тем не менее, построили недавно спортивная площадка для детей, тут футбольное поле новое. Здесь смотровая, да, местная. Ух ты, здесь такая высота, слушай. А мы же даже вот относительно воды мы же не так высоко, как здесь. Ой, как здесь хорошо пахнет. Это сосновый лес? Подожди, это сосны же здесь, да? Как у меня в Сосновом Бору. Мой родной городок Сосновый Бор, и там вот примерно такая же природа в лесах. Вот мох, вот сосны. Чувствую себя как дома. Но вот такого у нас нету. Из «Игры престолов», да?
Гора Туруйман. Так называется? Руйман. В детстве мы в деревне любили под мостом тусоваться. Вот наверняка я бы сюда тоже ходил. И всегда вода ледяная. Да. Здесь не очень прикольно было бы, как плиты, я вижу снизу. Естественное. Естественное происхождение. Где? А что за рыба здесь, интересно? Сигу, может, харис сюда. Значит, тоже можно порыбачить. Да? Когда весна, ну, когда вот этот ледоход начинается, все это, тут смотришь, уровень будет большой же, она прямо так, может так. А это что за шарики? Говно? Камень? Нет, это какая-то мягкая штука. Вот, видишь, харис какой-то. Надо сверху посмотреть. А, это сигу. Сейчас хоп-хоп-хоп-хоп. Вот так посмотри, я бы мушку кинул, он бы сразу схватил. Да, да. Ой, то есть сейчас подкормку, если бросишь, ну, они все приплывут. Испытано на себе.